Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Здравствуйте. Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» стал победителем конкурса на предоставление из федерального бюджета грантов для приобретения научного оборудования. В рамках выигранного гранта в течение 3 лет Центр коллективного пользования Федерального исследовательского центра будет дооснащен новейшим оборудованием на общую сумму свыше 73 миллионов рублей. Сегодня у нас в гостях председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», доктор технических наук Михаил Лебедев. Михаил Петрович, здравствуйте. Давайте поговорим о том, какие исследовательские институты сегодня объединяет Якутский научный центр. Надежда, я хотел бы начать именно с истории Якутского научного центра, потому что приближается дата 300-летия со дня образования Российской академии наук, и с этого момента российское государство направила интерес на наш регион. Практически с тех времен начались научные исследования. Это первая северная Камчатская экспедиция внесла очень большой вклад. Ну и, безусловно, огромный вклад внесла экспедиция Академии наук Советского Союза, которая проходила в 1925-1931 годах. Сегодня Якутский научный центр – это научные коллективы, которые проводят исследования в составе Сибирского отделения Российской академии наук. Это более 1200 сотрудников, около 400 докторов наук, более 500 кандидатов различных наук. И сегодня перед нами стоят очень важные задачи, которые должны быть направлены для научного сопровождения процессов, которые повышают экономику нашей страны, нашего региона и нашей республики. Сегодня Федеральный исследовательский центр, Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук – это 7 научно-исследовательских институтов, которые имеют очень огромную, важную историю. Я могу перечислить их. Да, конечно. Да. Это Институт космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Георгиевича Шафера. Это Институт биологических проблем криолитозоны. Институт физико-технических проблем Севера имени академика Владимира Петровича Ларионова. Институт проблем нефти, газа. Институт горного дела Севера, который носит имя выдающегося исследователя, академика Николая Васильевича Черского. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера – это старейший, первый академический институт нашей республики. И в составе Федерального исследовательского центра также состоит Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Михаила Григорьевича Сафронова. Михаил Петрович, а чем занимается именно Центр коллективного пользования Якутского научного центра? Центр коллективного пользования – это сеть научных уникальных приборов. Он был создан в 2019 году на базе Центра коллективного пользования, который действовал в Институте физико-технических проблем Севера, который, в свою очередь, был организован приказом академика Владимира Петровича Ларионова. И благодаря тому, что в 2019 году объединились институты, мы объединили усилия по оснащению научным оборудованием всех институтов, которые я
перечислил. И на сегодняшний день это действующая эффективная система, которая включает в себя более 40 уникальных приборов, более 84 методик, которые мы используем с помощью данного оборудования, а также 27 оказания услуг, которые мы предоставляем различным учреждениям и предприятиям. Получается, что Якутский научный центр – это достаточно молодое образование в сфере науки нашего региона. Тогда давайте перейдем к более приятной теме. Поговорим с вами о гранте. Как вообще происходил конкурс на предоставление грантов? Вот последнее время, безусловно, уже вошло наш ритм, нашу реальную деятельность, участие в различных конкурсах. И конкурсы, которые связаны с развитием науки, развитием новых знаний, они проходят через Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, который является нашим учредителем. И вот они недавно объявили такой очень сложный конкурс. В этом конкурсе надо было участвовать именно центром коллективного пользования. А к ним тоже, в свою очередь, предъявляются требования, много требований, которые мы выполнили и участвовали. Более 100 ведущих научных институтов, коллективов участвовали в этом конкурсе, но учредитель выбрал только 38 победителей. Это наиболее выдающиеся научные коллективы Российской Федерации. Здесь можно ли говорить о некотором везении? Или все-таки благодаря усилиям наших ученых удалось выиграть этот грант? Да, конкурс есть конкурс, конечно, элемент везения присутствует, но все-таки конкурс проходит по всем критериям, по всем требованиям. И то, что мы объединили в Центре коллективного пользования весь потенциал 7 институтов и самого центра, это дало, конечно, большую фору, чтобы мы выиграли данный конкурс. А на сегодня как оснащен Центр коллективного пользования? И более того, каким он станет после того, как там будет обновлено оборудование? Вот, как я говорил, более 40 там уникальных приборов, но это не весь перечень, который имеется в наших лабораториях Федерального исследовательского центра. Есть также еще и уникальные научные установки. Это установка широких атмосферных ливней, которая проводит свою деятельность в Институте космофизических исследований. Если мы бы включали весь потенциал приборного парка, то наши положительные моменты также усиливаются. Поэтому мы видим очень хорошую перспективу, потому что в результате конкурса мы приобретем 11 наименований приборов. Они различного направления, различные спектры научных исследований затрагивает, начиная от гуманитарного нашего института и до Института космофизических исследований. И, безусловно, мы очень большой акцент делаем на то, чтобы данное оборудование не только было полезным для получения новых знаний, новых научных знаний, но и оно было полезно для производственных предприятий, для организаций, которые нуждаются в усилении научного присутствия в своей производственной деятельности.
То есть здесь смело можно говорить о том, что обновление такого центра повлияет на качество проводимых исследований. Безусловно, оно совершенно верно повлияет, потому что это современное оборудование. Вот я могу еще такое сказать. Сегодня вот, мы участвуем в конкурсах, но оценку нашей деятельности также проводят по различным критериям. И одним из таких важных критериев является, как мы добились такого результата, как мы нашли такое решение. Оно может быть достигнуто только благодаря современному оборудованию, который, опять же, в свою очередь, должен быть аккредитован, известным. Этот прибор или оборудование должно быть выпущено известной фирмой. Поэтому в основном это оборудование, конечно, зарубежного и очень известного не только бренда, но и имеющего свои научные результаты. Михаил Петрович, а какого рода исследования будут проводиться на таком новейшем, не побоюсь этого слова сказать, международном оборудовании? Вот, как я говорил, это 11 приборов, но начну с самого востребованного, так можно сказать, медико-генетического направления. Это медико-генетическая лаборатория фирмы Agilent. Agilent – это всемирно известная фирма, которая выпускает именно специализированное научное оборудование. И благодаря приобретению данного оборудования, данных приборов, сотрудники Института биологических проблем криолитозона будут изучать особенности структуры, свойств флоры, фауны. А сотрудники Якутского института сельского хозяйства, они будут уже на молекулярном уровне, на более тонком уровне изучать элементы, которые нужны для человека, которые мы получаем из ягод, из дикоросов, из мяса, из северной рыбы. Это, безусловно, даст очень большой мультипликативный еще эффект, экономический эффект. И самое главное, это повлияет положительным образом на здоровье наших граждан. Следующее направление связано с исследованиями климата. Это климатическая камера, которая изучает все параметры в постоянном режиме, будет изучать все параметры окружающей среды. Оно будет увязывать не только вот температуру за нашим зданием на улице, а начиная от криосферы, атмосферы, гидросферы и те изменения и показатели, которые присутствуют в криолитозоне. Это, опять же, будет направлено на то, чтобы мы строили прогнозы. Вот сегодняшняя ситуация, которая присутствует у нас в нашей республике, она связана вот пожарами лесных угодий. Оно тоже вот требует мониторинговых наблюдений не только вот на месте, где полыхает пожар, но и превентивно, прогнозно мы должны проводить эти исследования. Также ряд приборов направлены на то, чтобы применить в Институте гуманитарных исследований. В Институте гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера сохранен уникальный материал, который оставили наши предыдущие исследователи. Безусловно, тогда цифровых технологий не было вот, современных аппаратов, поэтому
весь этот материал сохранен в бумажном виде, который ветшает, который приходит в негодность, и мы должны его сохранить. А мы еще должны не только сохранить, но и была польза от их использования. А для этого вот цифровые технологии необходимы. И такой прибор будет предназначен для ИГИ ПМНС. Для Института физико-технических проблем Севера, для Института проблем нефтегаза будет приобретен прибор, который будет изучать тонкую структуру, свойства материалов, которые мы применяем сегодня и как материалы сложных технических систем и во многих технологиях. Благодарю вас, Михаил Петрович, за такую интересную беседу. Вы знаете, после такой вашей вдохновляющей речи тоже захотелось заняться наукой. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас был председатель Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, доктор технических наук Михаил Лебедев. До встречи!